Но готовы ли мы к свободе на самом деле? Все мы считаем, я особенный. А на самом деле просто раб системы, ею воспитанный и от нее зависящий. Мы добровольные узники социальных сетей, где каждому из нас присвоили ID. Мы как букашки попались в мобильные сети и без них уже не можем. Сознание наше сковано шаблонами, а действия стереотипами. Чтобы изменить мир, надо начать с себя. Бронепоезд на всех парах мчался в Уссурийск. Колеса отбивали монотонный ритм. Идейные комсомольцы и партийные лидеры спешили поздравить всех со знаменательной датой Днем Октябрьской социалистической революции. Бронепоезд Ленина. Аврора была на реставрации, но бюджет был разворован. И кружит над нацией двухглавый зажравшийся ворон. Ленина где-то попрятались, а с ними другие нацлидеры. В подвалах за черными шторами идут беспонтовые выборы. Но выбрать не так-то и просто. В отсутствии кандидатуры, когда нет плакатов роста и базовой номенклатуры, когда рассыпаются лозунги, когда нет надежды на лучшее, когда унесли наши Боинги, оставив в стране только худших. Аврора молчит уверяя российской больной демократии. И многие зависли в безликой апатии. Товарищи, дорогие мои, где же вы, где вы? Итак, я поднимаю зарплаты рабочим. Часть, товарищи, бабки, рабочие. Чтоб вы устали купюры считать, кличьте рабочих, зарплату подай. Я поднимаю зарплаты колхозу. В придачу к зарплате бутылку и розу. Ребенку игрушку, старушке кровать. С нее на работу не нужно вставать. А буржуинов и прочую власть мы поменяем. На Ленина власть. Где же товарищи, где же товарищи? Ай. Маячок. Маяк. Товарищ Маяк, ну где же вы? Почему вы опаздываете? Добрый день, Владимир Ильич. Присаживайтесь. Ну что, Владимир Ильич, у нас сегодня собрание по поводу приезда в Усть-Сысольск. Усть-Сысольск. Какое звучное название. Оно мне ассоциируется с Шушей, где я сидел в шалаше и мечтал о светлом будущем, товарищ. Наверное, сегодня к нам подойдут еще товарищи, так как у нас собрание назначено через 5 минут. Я бы хотел с вами переговорить по поводу того, что же у нас делается в стране. Как вы думаете? Вы знаете, все делается руками людей. Каждый человек, он ответит свои действия. И если каждому донести до сознания, что от него самого зависит его счастье, то счастье, считайте, у него в кармане. Владимир Ильич, наверное, мы сегодня будем готовиться к митингу, и будет уместно почитать вам несколько речевок. Как вы думаете? Да, я об этом, товарищ, думал. Я об этом думаю всегда, даже когда не сплю. А сплю очень мало. 3 часа сплю от силы в сутки. И вот когда я просыпаюсь, в меня внедряется не человеческая музыка, а пассионата. И только она помогает мне творить творчеством своим, будить сердца товарищей, которые нам не все товарищи, кстати. И вот что я на досуге написал, товарищи. Бедные люди, как мне вас, бедных, жаль. Что же со всеми будет, не за горами январь. Счетчик времен переполнен горечью сумрачных бед, вспышками белых молний, серостью будничных лет. Бедные люди, как мне вас жаль теперь. Лучше ли, хуже ли будет, каждый
каждый войдет в свою дверь. Каждому выдано имя, чтобы вписать на крест. Были, не значит жили. Жили, не значит есть. Вот такая мысль. Владимир Ильич, ну а сейчас я прочитаю стихотворение, которое я написал уже давно, Так, слушаю вас внимательно. так как у нас уже революция есть, но это стихотворение было написано предтечей того. Я думаю, вы поймете. Стихотворение под названием «Революция будет». Каленая сталь только ржавеет, не треснет шайба, гравер не слетит. Резьбы тянутся, революция будет, пролетарий об этом твердит. Хочешь, не хочешь, но будут волнения, хватит уже чесать языки. В квартирах закрытых не слышатся прения, боязливые твари не наточат клыки. Сварочный шов расколем кувалдой, тузы финансов нам паяют мозги. Роем могилы словом лопатой тем, кто сжимает тисками виски. Каленая сталь только ржавеет, не треснет шайба, гравер не слетит. Резьбы тянутся, революция!